Здравствуйте, вы смотрите программу «Настоящее время». С вами Наташа Мозговая. Главное в программе. Стоит ли договариваться с Кремлем? Мнение из Вашингтона. Андрей Звягинцев о том, выживет ли независимое российское кино. И рождественское чудо в Балтиморе. Начиная с января обе палаты Конгресса США будут находиться под контролем республиканской партии. И смягчения позиции американских законодателей по отношению к России ожидать, скорее всего, не следует. Однако эксперт Брукинского института Майкл О'Хэнлон считает, что с Кремлем все же надо договариваться. Интервью Александра Григорьева. Вы предлагаете заключить своего рода сделку с Россией, чтобы остановить конфликт на востоке Украины. В чем состоят эти предложения? Нынешняя ситуация, на мой взгляд, плоха. Россия находится под воздействием мощных санкций, в то время, когда снижаются цены на нефть. Это негативно отражается на российской экономике и российском народе. Я не считаю правильным слабую Россию. Я уверен, что большинство американцев выступают за сильную Россию, потому что это хорошо для стабильности в Евразии, безопасности российского ядерного арсенала, хорошо для американо-российского сотрудничества по таким вопросам, как Иран и, может быть, когда-нибудь Сирия. То есть я не верю в то, что мы можем выиграть от столь серьезной ситуации в России. Изначально мы начали оказывать давление на Владимира Путина, потому что мы не согласны с его решениями. Однако, то, что происходит, это не та ситуация, в которой мы были заинтересованы. Это также не лучшая ситуация для Украины, потому что в стране продолжается, по сути, гражданская война. Это не интенсивная гражданская война, но далеко и не замороженный конфликт. Люди продолжают погибать. И мы видим, что международное сообщество также затронуто этим кризисом. Например, летом по ошибке был сбит авиалайнер. То есть это опасный конфликт. Но ситуация может еще более ухудшиться, потому что если Путин решит, что может без проблем выйти из этой ситуации, он может начать играть в подобные игры с другими странами бывшего СССР. Следовательно, на мой взгляд, мы все проигрываем. Нынешняя политика описывается формулой «проигрыш-проигрыш-проигрыш». Безусловно, это верно для России и Украины, и, возможно, и для Запада. Но я предпочитаю ситуацию «выигрыш-выигрыш-выигрыш». Для американцев лучше, если мы стабилизируем ситуацию, вместо того, чтобы наказывать Путина, даже если Путин заслуживает этого. Именно поэтому, я уверен, мы должны задуматься об альтернативах, потому что нынешняя траектория плоха и опасна, а риски даже увеличиваются. Однако ваши критики отмечают, что президенту Путину не следует доверять. Он неоднократно нарушал свои обещания. Что вы на это можете сказать? Я тоже боюсь, что мы не можем ему доверять. К несчастью, Путин зарекомендовал себя человеком, которому не следует верить. Он обманывает и внутри России, и на международной арене. Международное сообщество должно понимать, как использовать санкции, которые в идеальном варианте мы можем отменить. Мы должны быть уверены, что Россия вывела свои силы с востока Украины. Это возможно, потому там есть международные наблюдатели. Любое соглашение должно включать присутствие подобных наблюдателей. Вы также призываете закрыть перед Украиной двери в НАТО, причем на длительную перспективу. Почему? Сейчас Украина не входит в НАТО, и она не вступит в НАТО в обозримом будущем, а именно сейчас безопасность Украины находится под угрозой. Даже если когда-нибудь появятся теоретические шансы принятия Украины в Североатлантический альянс, это не произойдет быстро при любом раскладе, то есть не повлияет на нынешние проблемы. Украина должна оценивать эту ситуацию, исходя из имеющихся возможностей. Как я узнал, некоторые украинские политики предлагают вступить в НАТО, но этого не произойдет. Они не укрепили свою экономику, им будет непросто выполнять требования, предъявляемые кандидатам в НАТО. А мы не самоубийцы. Это безумие, украинское членство в НАТО, потому что это создаст ситуацию нашего прямого конфликта с Россией, причем в зоне, которую Россия считает жизненно важной для себя. Я говорю это никоим образом не пытаясь оправдывать поведение Владимира Путина. Оно было ужасным и опасным. Но я также думаю, что мы должны быть реалистами. Украина — это часть бывшего СССР, с которой русские особо связаны и особым образом оценивают ее, исходя из вопросов собственной безопасности и политики.
Может быть, Россия и практикует поведение образца XIX века, однако у нас нет никаких силовых возможностей исправить это в обозримой перспективе. Было бы глупо, если бы на востоке Украины воевали две ядерные державы. Идея о членстве Украины в НАТО будет релевантной не ранее 2020-х годов. И вместо того, чтобы рассуждать о долговременных решениях, в ситуации, которая уже многократно изменялась, почему бы не найти решение прямо сейчас? Чтобы обеспечить украинский суверенитет, мы сможем восстановить значение Будапештского меморандума и усилить другие механизмы, на которые бы согласились и США, и Россия. И, на мой взгляд, это возможно сделать, если предоставить России некоторые гарантии. А чтобы обеспечить суверенитет Украины в будущем, на мой взгляд, не следует говорить о ее вступлении в НАТО, что позволит найти для Украины намного лучшее решение. Стоит отметить, что идеи Майкла О'Хенлона вызвали жесткую критику со стороны эксперта Института Маккейна Дэвида Крамера. Он назвал их опасными и написал, что с Путиным взаимовыигрышная сделка невозможна, поскольку в его мировоззрении, путинском имеется в виду, возможна лишь игра с нулевым счетом. Кто кого. Теперь передаем слово коллегам в Праге. Сергей? События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Как Прага готовится к Рождеству? О традициях известный чешский писатель Ефим Фиштейн. Прогулки по праздничному городу. Рождество не только 25 декабря. Праздник, кстати, длится 2 дня, 25 и 26, а начинается Рождество фактически адвентом. За 4 недели до самого празднования Рождества зажигают в квартирах каждое воскресенье по одной свечке, 4 свечи, 4 воскресенья, потом лишь начинается Рождество. В городах, между тем, уже давно на центральных площадях стоят большие елки, богато украшенные. Под елками тоже подарки для детей довольно часто. В отличие от православной традиции, под елкой не стоит ни Дед Мороз, ни, в отличие от западноевропейской традиции, не стоит там Санта-Клаус, Святой Николай, а стоят обычно то, что называется по-русски странным словом «святой вертеп». Святой вертеп – пещера, грот, где родился и содержался в яслях для скота младенец Христос. В этом гроте, как правило, святое семейство, Мария и Иосиф. Рождественский базар – это нечто особое, что нужно увидеть, и мы его увидим, потому что он находится прямо за нами на Староместской площади. Либо, может быть, видите очертания елки и лотков, палаток, где продаются рождественские сувениры. Я предлагаю спуститься на Староместскую площадь и посмотреть своими глазами, как выглядит рождественский базар в Праге. Некоторые говорят, что Рождество превратилось в праздник потребления, консюмеризма. Но здесь, на рождественском базаре, вы не увидите вьетнамского или китайского ширпотреба. То, что продается здесь, имеет прямое отношение к Рождеству. Это или елочные украшения, или кружева, или звоночки, или сердечко, изготовленное тоже из печенья. На рождественском базаре вы можете съесть жареных каштанов или жареный миндаль. Или, что еще более типично, выпить глинтвейн, горячее вино. Или мед, тот самый, который по усам текло, да в рот не попало. И, конечно, особая радость для детей. На рождественском базаре в особой деревянной загородке можно видеть животных, которые находились и в святом вертепе, когда в яслях лежал младенец Христос. Неотъемлемой составной частью рождественских праздников является пение колядок, религиозных песен, песен с религиозным, но и со светским содержанием. Они не слушаются как церковные, религиозные, а это песни, воспевающие мир, любовь, семью, родителей.
И, конечно, рождественский базар невозможно представить себе, особенно в морозные многоснежные зимы, без горячего пунша или глинтвейна и без этого обжаренного теста в виде колечка с непроизносимым чешским названием трдло. Вряд ли я смогу его перевести на русский, но это, поверьте мне, исключительно вкусно. Ваше здоровье. Это был год политических и социальных потрясений. На таком фоне художественные фильмы с идеей и мыслью становятся больше, чем просто кино. В феврале в России в прокат выходит новый фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» про борьбу человека с системой. Фильм выверенный и точный, но абсолютно беспросветный, напишут потом критики. А весной, летом и осенью в кинотеатры будут длинные очереди стоять. «Левиафан» – интерпретация истории библейского персонажа. Государственная машина с чудовищем сравнивается. Авторы фильма поднимутся за статуэтками на сцены ведущих мировых фестивалей. Ну а впереди «Глобус» и «Оскар» с высокими шансами на победу. С Андреем Звягинцевым говорила моя коллега Екатерина Кочкина. Расширенная версия интервью. Беседа состоялась после заявления министра культуры России Владимира Мединского о том, что государство не будет финансировать ни кино, ни проекты, критикующие действующую власть. Так, например, организаторам известного фестиваля Art Dog Fest пришлось искать деньги самим. Вы записывали видеообращение в поддержку краудфандинга фестиваля документальных фильмов Art Dog Fest после того, как все тот же Владимир Мединский заявил, что организатор фестиваля Виталий Манский никаких денег от государства никогда не получит. Вот что подобные заявления министра культуры значат для нового российского кино? Когда чиновник, государственный деятель заявляет подобное, что та или иная организация или тот или иной деятель культуры не будет получать никакого финансирования за свои политические высказывания и за свою позицию, которая расходится с основной, что называется, линией, мне кажется, такие заявления противоречат вообще всем нормам демократического сообщества. Если эта стратегия объявленная действительно будет осуществлена, это в чистом виде реставрация Советского Союза, это ждановщина, это запрет на профессию, это и прочие карательные меры по части художественного цеха. Это мы уже проходили. И Мединский, как историк, прекрасно знает. Разумеется, не только в России кинопроизводство поддерживается или отчасти финансируется государством. И вы наверняка же много общаетесь с коллегами по цеху. Вот как с этим обстоят дела в других странах? Все участники кинопроцесса на равных правах подают заявки, скажем, если приводить пример Францию, абсолютно на равных правах подают заявки на свои проекты, на соискание государственного финансирования во Франции, например, да? И участвуют в этом конкурсе на общих основаниях. Я не очень понимаю, каким образом министр культуры собирается действовать, если так он заявляет, поскольку решение о финансировании того или иного проекта принимается значительным числом кинодеятелей, заметных в стране. Вот и снова в свете слов Мединского о том, что государство не должно финансировать фильмы, которые, я цитирую, оплевывают власть, «Левиафан» же вряд ли можно назвать патриотическим в том смысле, в котором это слово понимает Минкульт. И в то же время часть денег на фильм была предоставлена именно министерством. Вот были ли какие-то сложности с финансированием? В высшей степени патриотично, но только совершенно в другом контексте. Не в том, наверное, контексте. Вот тут у нас как бы понятие и представление о прекрасном, и представление о понятиях, что есть патриотично, а что нет, к сожалению, наверное, расходятся с мнением министра культуры. Вот. Возможно, что нужна дискуссия какая-то, можно быть, сесть за столом и переговорить о том, что каждая из сторон понимает под этим словом. Я склонен доверять Льву Николаевичу Толстому, который говорит, что патриотизм это мутное чувство, если оно сопряжено с любовью только к себе самому и больше ни к чему. То есть вокруг весь мир враги, а я один прав. И патриотизм, который как бы покрывает темные места, проблемные места общества, и говорит, что у нас все хорошо, что мы самые лучшие, что мы самые распрекрасные.
это позиция, даже патриотизмом ее не назовешь, это позиция невежественного, темного, не желающего знать правды подростка. Левиафан показывает современную Россию и довольно жестко критикует сложившуюся политическую систему. Вот на ваш взгляд, современная Россия, она действительно вот такая? То есть это нелепая борьба человека с государственной машиной? Я думаю, что это вообще общее место, что это удел человека на земле. Иметь дело с бездушным, с чем-то механистичным и страшным. Ну, слушайте, далеко не нужно ходить. От Кафки, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, путешествие из Петербурга в Москву, вот как было написано, или тексты Чаадаева, его записки «Апология сумасшедшего», если почитать. Это было всегда, и в России в том числе всегда. Я могу говорить о своей стране, потому что я живу здесь, я считаю себя русским человеком, родившимся здесь, и все знающим, ну, как мне кажется, о том, что есть русский мир. Наша картина лежит абсолютно в точности, в том же самом русле, где и тексты Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Чехова, всех настоящих патриотов. Настоящего снега в Беверли-Хиллз нет, однако именно этот район Лос-Анджелеса из года в год задает тренды праздничного дизайна в США. Сегодня в оформлении дома в почете золотой цвет, замысловатые детали, искусственный мех и перья. С такими декорациями самые стильные американцы встречают Рождество и наступающий Новый год. В этот сезон праздников сияют даже олени Санта-Клауса. Тренд этого сезона, продемонстрированный в Беверли-Хиллз, блеск золота и серебра. Заветное слово при украшении дома в этом году, по мнению американских дизайнеров в Калифорнии, – роскошь. И желательно роскошь ослепительная, сияющая, переливающаяся. В Лос-Анджелесе особенно популярны елки цвета золота и серебра, щедро украшенные еще чем-нибудь ярким и блестящим. Бусины и орнаменты из них также одна из важнейших деталей на всем, от праздничных венков до небольших безделушек. В этом году магазины ускорили открытие рождественских распродаж, снизив цены еще до Дня Благодарения. По статистике, 65% покупателей откладывают покупки до последнего момента, и поэтому магазины открыли сезон распродаж пораньше, чтобы поощрить то поведение ранних птичек, тех 35%, начинающих закупаться пораньше. Однако, по мнению экспертов, в США, несмотря на ситуацию в глобальной экономике, покупатели более уверенно смотрят в завтрашний день. Доверие покупателей значительно выросло за последний год. В этом году семья в среднем истратила на подарки на $200 больше, чем еще 2 года назад, по $850. Если учитывать затраты на путешествия, еду и напитки в дороге и оформление дома, то эта сумма приблизилась к $1200. Одной из ведущих дизайнерских команд в этом году в США стала галерея Зи в Сан-Франциско. Вот этот цветовой мотив, композиция из бледно-голубых, бирюзовых и золотых блоков, сегодня писк рождественских оформлений в Калифорнии. А для тех, кто не празднует Рождество, есть интересный выход из ситуации. Например, это золотое дерево Будды. Среди популярных текстур сезона 2015 – искусственный мех и перья. На таких подушечках приятно помечтать. Магазин Cost Plus World Market, сеть из 270 точек в 32 штатах, активно рекламирует свою рождественскую продукцию – от мебели до различных угощений. По мнению менеджера Аманды Келлер, домашняя выпечка в сезон рождественских и новогодних праздников просто необходима. Как можно обойтись без семейных марафонов по выпечке печенья и имбирных коврижек? А если вам надоели старые привычные ароматы, то почему бы не попробовать шоколад со вкусом бекона? Или бархатное красное какао, если вы замерзли и проголодались? В этом году особой популярностью пользуются наборы для выпечки «Сделай сам». У нас есть вариант для выпекания имбирного домика, для глазированных печенек, для рождественских паровозиков. У нас есть даже имбирный ниндзя. Второе – надо пить какао. Но не тот бабушкин напиток. У нас есть самые новые ароматы – бекона, бурбона, зефира, мяты, все, что душе угодно. Третье –
Всякие мелкие перекусы должны быть солеными и сладкими. Вместо традиционного печенья мы предлагаем соленые крендельки и ароматизированный попкорн. Пусть Рождество будет с новинками. Подведем итоги. Праздники по последнему слову моды в этом году – это много блеска и новых ярких ароматов, как в гостиной, так и на кухне. В Нью-Йорке прошел ежегодный фестиваль, организованный гильдией американских танцоров. Для такой культурной столицы, как Нью-Йорк, это может быть не очень большое событие. Однако в искусстве часто именно из малого рождается великое и грандиозное. На фестивале можно увидеть, чем живет и дышит, и в каком направлении движется американское танцевальное сообщество в Америке. Проблемы и радости танца в сюжете Виктории Купчинецкой. У танцора Билла Иванса скоро день рождения. Ему исполнится 75 лет. Большую часть своей жизни он провел в движении и стал признанным мэтром стилей тэп и модерн. Приглашение гильдии американских танцоров участвовать в Нью-Йоркском фестивале танца не только знак уважения к заслугам Иванса, но и новая возможность показать зрителям его эксперименты. Этот танец создан на музыку 3 прелюдий Джорджа Гершвина. Это тэп и современный танец вместе. Стиль очень подвижный, изменчивый. Я посвятил этот танец своей покойной матери. Фестиваль гильдии американских танцоров – большое событие в узком кругу профессионалов и любителей танца. В нем принимают участие десятки коллективов и хореографов со всей страны. Здесь и коммерческая хореография, и эксперименты, не предназначенные для массового зрителя. Поэтому на фестивале интересно. Случайная находка может оказаться следующим шедевром. На эту сцену будут выходить один за другим 33 танцора. Они попытаются разделить со зрителями радость движения, радость танца и радость творчества. Сейчас в современном танце существует огромное количество различных направлений. Наш фестиваль – площадка, на которой можно получить полное представление о том, что происходит в этом искусстве в Америке. Америка уже давно стала благодатной почвой для новых направлений в танце. В 20-е годы прошлого столетия Айседора Дункан танцевала босиком и стремилась к свободе движения. В 50-е Марта Грэм создавала сильные, маскулинные танцы с выразительным, четким рисунком. В 70-е и 80-е Мерс Каннингем сделал танцевальную форму абстрактной, интеллектуальной. Многие, в том числе и Билл Иванс, получали балетную подготовку и уходили от классики. Я танцевал в балетном коллективе, но ушел из него, когда мне было 27 лет. Я искал танцевальную форму, в которой было бы больше свободы. Труппа Фила Данка использует африканский фольклор. Ее руководитель Джоан Майерс Браун даже получила награду от президента Обамы за вклад в развитие афроамериканской культуры. Исполнительница Кони Лин Финхамак своим телом воплотила музыку известного американского композитора Филиппа Гласса. А Мишель Коэн-Коте, когда танцует, хочет, чтобы зритель не только видел, но и чувствовал. Я хочу понять, как движется и живет мое тело. Я хочу полностью почувствовать его изнутри, понять, откуда, из каких глубин приходит творчество. Президент фестиваля Глория Маклин много лет танцевала в группе легендарного Эрика Хокинса. Сейчас она создает камерные танцы, как это полиморфная фантазия для троих. Мы здесь просто празднуем танец. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Каждый год в малопримечательном квартале Балтимора, штат Мэриленд, происходит небольшое чудо. Рождественская иллюминация зажигается на всех домах района, и отовсюду звучит музыка. Эту традицию начал местный житель Боб Хошер 25 лет назад. Почему он это делает? Ответ в сюжете Ануши Витисян и Сергея Москалева. Каждый год с наступлением рождественских каникул десятки домов на этой улице вспыхивают огнями иллюминации. Создает эту сказочную атмосферу Боб Хошер. В районе его все зовут соседом с 34-й улицы. А работает он волшебником, просто волшебником. Дарить радость людям для меня это счастье, просто праздник души, праздник жизни. 25 лет назад Боб скромно украсил фасад своего дома и стал проигрывать рождественские мелодии прямо на крыльце.
Каждый вечер вокруг него собирались толпы детей. Соседи попросили Боба сделать иллюминацию и организовать трансляцию музыки на всей улице. В следующее Рождество весь квартал невероятно преобразился. Он сверкал огнями, музыка звучала отовсюду. Я увлекаюсь этим уже 40 лет. Готовлю планы, начинаю собирать все детали и декорации сразу после Дня независимости, 4 июля. А уж в декабре вместе с соседями я приступаю к украшению квартала. Что это? Дань традиции или просто хобби? Определить это можно по-разному. Однако американцы объясняют феномен 34-й улицы двумя словами – community spirit – дух сообщества. Вы видели, с какими глазами смотрят на все это дети. Как можно не подарить им этот праздник? Самый обычный квартал превращается в музей под открытым небом. Жители ходят от дома к дому, рассматривая декорации. Я переехала в Балтимор из Техаса, и если я хочу понять этот город, я обязательно должна побывать на 34-й улице. И вот я здесь, и я увидела, как жители трепетно относятся к своему городу. В выходные дни полюбоваться декорацией улицы приезжают сотни горожан с детьми. А главный волшебник исчезает. И вместо Боба появляется Санта. Я здесь каждый вечер, ведь не всем по карману фото с Сантой в больших универмагах. Там это удовольствие не из дешевых, а вот я денег не беру. Прошу только улыбнуться. И все же вопросы остаются. А собственно, кто платит? Ведь здесь и счет за электричество, и затраты труда огромные. На какие деньги гуляем? Но ответа на этот вопрос у Боба Хошера нет. Он ведь волшебник, деньги здесь ни при чем. Это праздник и счастье, волшебное Рождество в городе мастеров. Аннуша Аветисян, Сергей Москалев для программы «Настоящее время. Балтимор». Калифорнийский художник Грег Клейн решил использовать свой талант на пользу бездомным, спроектировав и построив небольшие укрытия, которые могут служить переносным домом и защитить от непогоды. Репортаж нашего корреспондента в Калифорнии Майка О'Салливана. Этот промышленный район западного Окленда усеян крошечными домами, спроектированными и построенными местным художником. Грег Клейн подарил по меньшей мере 20 таких сооружений бездомным. Мне нравится помогать им. Это радует. Я люблю делать вещи своими руками, что-то полезное, что окажет позитивное влияние на их жизнь. У Оскара Янга теперь есть дом. Больше он не ночует на холодных улицах. Это намного лучше, чем спать на земле. И по правде сказать, если бы не Грег, я бы так и спал. Сегодня Клейн навещает приятельницу Свит Пи. Она живет в одном из его домиков. Там она и ее скромные пожитки в безопасности. Строительные материалы для своих проектов художник разыскивает на улицах, куда их выбрасывают часто незаконно и под покровом ночи. Уже в студии начинается проектирование и строительство. Были ситуации, когда в середине проекта у меня кончались материалы. Я садился в машину и ехал их искать. Вот так я и собираю необходимое. Эта выброшенная дверь от шкафа станет ставней, а вот эти поддоны – стенами дома. Вот постель, а это дверь. В этом домике художник установил небольшой электрический прибор с питанием от солнечной батареи. Я использовал старую лампу. Ее можно легко передвигать. Она может оптимально заменять солнечный свет. Упаковки из-под кофе стали черепицей, а дверца от стиральной машины и полка от холодильника – окнами. Все это держится вместе на гвоздях, шурупах и клее. Я называю свои стройматериалы плодами городских джунглей, тем, что падает на землю. Кто-то из ныне бездомных в прошлом владел собственным домом. Шилла Уильямс приспособилась жить по-другому. Когда-то у меня было все как у других, но посмотрите на меня сейчас. Я живу в домике Грега, и я очень благодарна ему. Жители Окленда собрали выброшенные стройматериалы для нового проекта Клейна. Когда я заканчиваю работу над домом, я стараюсь его украсить и добавить удобств. По словам художника, его домики для бездомных – это не социальный проект, а просто помощь жителя города своим бездомным соседям. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Те, кто отмечает Рождество, поздравляем вас с праздником. До встречи в следующем эфире.
Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.